Цутому Миядзаки родился 21 августа 1962 года в Ицукаичи, Токио. Цутому был старшим сыном в семье богатых и влиятельных людей. Семья Миядзаки владела крупной местной газетой, а его дед и прадед занимали высокие должности в городском совете. Цутому родился преждевременно, страдал от врожденного дефекта, из-за которого его суставы срослись, и он не мог сгибать запястья. Родители Цутому были всегда заняты работой, поэтому наняли няню для ухода за ним. Постепенно отношения между Цутому и членами его семьи становились все более прохладными. Он считал, что родители заботятся только о деньгах, а две младшие сестры всегда относились к нему с презрением. Единственный человек, которого Цутому любил, был его дед, которого он считал тем, кто действительно заботился о его чувствах. С начальной школы Цутому часто становился жертвой издевательств. Он жил замкнуто, одиноко, не участвовал в внешкольных мероприятиях и почти не имел друзей. Несмотря на это, Цутому продолжал показывать отличные результаты в учебе и мечтал поступить в университет Мэйдзи, чтобы стать учителем. Однако, когда он перешел в старшую школу, его учебные результаты резко ухудшились. Он занял последнее место в классе и не поступил в университет, что заставило его поступить в небольшой местный колледж, чтобы стать фотографом. Несмотря на то, что семья Цутому имела большое влияние и была уважаема многими, он не хотел продолжать бизнес своих родителей. Цутому постепенно погружался в порнографические журналы, мангу и фильмы ужасов. Его поведение становилось все более странным и агрессивным. Однажды младшая сестра Цутому застала его, когда он тайком подглядывал за ней во время купания. Когда она рассердилась, вместо того, чтобы извиниться, Цутому избил ее, а также свою мать, когда она вмешалась. В школе Цутому тренировал свои навыки фотографирования, тайком снимая интимные части девушек на теннисном корте. Постепенно порножурналы стали ему скучны, и он начал искать детскую порнографию. В мае 1988 года дед Цутому внезапно скончался. Это стало большим шоком для него и усугубило его депрессию. Цутому съел прах своего деда, чтобы почувствовать себя ближе к нему. Никто не знал, что это было началом превращения Цутому в извращенного и больного монстра. — 22 августа 1988 года, на следующий день после своего 26-го дня рождения, Цутому напал на свою первую жертву. Мари Конно, 4-летняя девочка, внезапно исчезла после того, как пошла к подруге в гости. Похитителем оказался сам Цутому. Он заманил Мари в свой автомобиль Nissan, а затем поехал в лес на запад от Токио. Он припарковал машину под мостом в уединенном месте, окруженном деревьями рядом с атомной электростанцией Токио. Два человека сидели в машине полчаса, Мари начала пугаться и тихо плакать. Цутому знал, что ему нужно действовать, у него не было пути назад. Демон положил руку на шею девочки и сжал ее. Маленькое тело Мари извивалось, а затем стало неподвижным. Цутому ощутил странное наслаждение, какого он никогда прежде не испытывал. В состоянии помрачения сознания он совершил действие, которое никто не мог себе представить по отношению к неподвижному и холодному телу девочки. Затем он спрятал Мари в кустах, а ее одежду и обувь забрал домой, как некий зловещий трофей. Тихо выйдя из леса, он оставил всех в неведении о том, что здесь произошла жуткая трагедия. Несколько дней спустя Цутому пришла странная идея, которая заставила его почувствовать возбуждение. Он вернулся на место, где спрятал Мари. К тому времени тело девочки начало разлагаться. Он решил забрать Мари домой и найти способ скрыть все так, чтобы никто не заметил. Он положил несколько оставшихся вещей Мари вместе с коробкой, в которой были фотографии ее последней одежды, и отправил это в дом ее родителей. К этому он приложил открытку с такими ключевыми словами: «Мари, кости, кремация, расследование, доказательства».
Невозможно представить боль, которую переживают родители девочки. Несмотря на наличие свидетелей, видевших Мари с мужчиной с вьющимися волосами, и несмотря на многочисленные подозрительные детали в странной коробке, которую отправил неизвестный, расследование полиции все равно не продвигается. Тем временем поведение Цутому продолжало развиваться и становилось все более непредсказуемым. После того, как Мари пропала, ее семья начала получать странные телефонные звонки. На другом конце провода никто не отвечал, лишь звуки, которые заставляли слушателей чувствовать холодный пот. Третьего октября 1988 года семилетняя Масами Юшизава шла по безлюдной дороге, когда ее заметил Цутому. Он подошел и уговорил Масами пойти с ним. Наивная девочка поверила ему. Цутому отвез ее на то же место, куда раньше привозил Мари. Там он совершил запланированные действия с Масами, а затем забрал ее одежду и унес домой. Спустя несколько месяцев, 12 декабря 1988 года, Цутому снова подошел к 4-летней Эрика Намба, когда она шла домой одна. На этот раз он отвел девочку в уединенное место, где не было никого вокруг. Цутому в холодном и затуманенном состоянии заставил Эрика выполнять его непонятные требования. Там произошли события, которые невозможно изменить, оставив девочке и всем, кто узнал об этом, боль, которую невозможно исцелить. После этого он был вынужден скрыть все, спрятав все в укромном месте, словно желая стереть все следы совершенной ошибки. Он выбросил тело девочки в близлежащем лесу. Через 1 неделю семья Эрика получила открытку с посланием, составленным из слов, вырезанных из журнала. Эрика. Холод. Кашель. Горло. Отдых. Так же, как и семья Мари, родители Эрика получали загадочные тревожащие звонки, которые подорвали их моральное состояние и заставили жить в тревоге и страхе. «6 июня 1989 года Цутому убеждал 5-летнюю Аяко Номото принять участие в фотосессии. Затем он посадил ее в машину, и девочка скончалась. Он не оставил тело на месте, а отвез домой, продолжив совершать неподобающие действия с ее трупом и записывая видео и фото под разными ракурсами. Когда тело Аяко начало разлагаться, Цутому расчленил его и разбросал части тела жертвы по холмам и кладбищам Токио. Он оставил себе только одну руку, чтобы удовлетворять свои животные инстинкты. Однако спустя несколько дней, опасаясь, что полиция может найти улики, Цутому вернулся на место избавления от тела и забрал останки девочки, спрятав их в шкафу. «23 июля 1989 года Цутому снова заметил 2 сестер, играющих в парке. Он попытался заманить их жевательной резинкой. Младшая девочка наивно пошла за незнакомцем, в то время как старшая сестра поспешила домой сообщить отцу. К счастью, отец успел вовремя догнать и избить Цутому. После избиения Цутому сбежал, но через несколько часов вернулся за своей машиной. Однако отец уже сообщил в полицию, и Цутому был задержан. Полиция провела обыск в 2-комнатном деревянном доме Цутому. Там они обнаружили части тела Мари и голову Аяко. Также полиция изъяла почти 6000 видеокассет с анимационными фильмами и материалами чувствительного содержания, а также множество фотографий и видеозаписей, связанных с жертвами. Когда его арестовали, Цутому проявил полное равнодушие и не выказал ни капли раскаяния. Он обвинил вымышленного человека с лицом крысы, утверждая, что этот дух управлял им и заставлял совершать преступления. Это дело потрясло всю Японию. Цутому получил множество прозвищ, таких как «убийца с лицом крысы», «детский убийца» и самое распространенное «отаку-убийца». Культура отаку – это явление, при котором молодые люди полностью погружаются в мир аниме и манги, часто живут изолированно и с трудом адаптируются в обществе.
Однако многие утверждают, что анимация и манга не являются основной причиной, по которой появился такой извращенный серийный убийца, как Цутому. Именно искаженная личность и психические расстройства стали теми факторами, которые подтолкнули его к таким ужасающим и бесчеловечным преступлениям. Суд над Цутому начался 30 марта 1990 года и продолжался в течение 7 лет. Его семья отреклась от него и отказалась оплачивать услуги адвоката. В 1994 году отец Цутому покончил с собой от стыда за своего сына. Судьи пришли к выводу, что Цутому был полностью вменяем, когда совершал преступление, и приговорили его к смертной казни 14 апреля 1997 года. 11 лет спустя, 17 июня 2008 года, приговор был приведен в исполнение. Он был повешен в тюрьме Токио.